Что, как и почему происходит в Казахстане? Чего мы хотим? Какие права у нас есть? Какое будущее ждет наших детей? Как отстаивать свои права? Как защищать свои интересы? Как сделать нашу жизнь лучше? Меня зовут Айман Турсынхан. Я форсайтер. Все мы платим налоги. Кто, сколько, как и почему. Прямо об этом в нашей передаче «Форсайт». Здравствуйте, дорогие соотечественники. Меня зовут Айман Турсынхан. Я аналитик. Наши налоги – это основной источник доходов государственного бюджета. А бюджет – это единственный рычаг управления. Так вот, нам всегда внушают, что мы иждивенцы на нефтяной ренте. Мы – это наши обычные бизнесмены и рядовые граждане страны. Власть защищает интересы только квазикумовских олигополий и мало заботится о чаяниях народа. Так ли это? Давайте разбираться. Налоги делятся по объектам обложения. Это могут быть налоги с доходов, это могут быть налоги с собственности, это могут быть налоги и другие платежи за пользование природными ресурсами. Для того, чтобы сегодня нам с вами было ясно, о чем мы с вами говорим, возьмем простую единицу измерения – 1000 тенге. Налоговая пирамида по типам плательщиков делится на две большие структуры. Первая структура – это так называемый корпоративный сектор. И вторая часть, основная, которая является основным донором нашего бюджета, это массовый плательщик. Кто такие массовые плательщики? Это я, вы, каждый из нас. Будь то индивидуальный предприниматель, малый и средний бизнес или простой наемный сотрудник. Все мы являемся массовым налогоплательщиком. А кто является корпоративным сектором? Это крупнейшие олигополии и квазигосударственный сектор, так называемый крупный бизнес. И это они, а это мы с вами. И ради вас сегодня мы говорим о том, что такое налоги и как мы можем влиять на то, чтобы налоги работали на благо страны. В каждой 1000 тенге, уплаченной в консолидированный бюджет страны, мы имеем следующие источники доходов. В первую очередь, нефтяные налоги – 170 тенге. Это поступление в нацфонд. Мы также получаем достаточно большую долю от республиканских налогов – РБ – 590 тенге. Мы также имеем около 250 тенге местных налогов. Это так называемые МБ. И плюс к этому, к каждой 1000 тенге, уплаченной в консолидированный бюджет страны, мы имеем плюсом, что бы ни говорила наша власть, 82 тенге пенсионных отчислений. Это становится четвертым источником доходов для нашего бюджета. Как менялось соотношение, кто сколько платит за последние 5 лет? Нефтяные налоги сократились на 43% из-за снижения коэффициента налоговой нагрузки, невероятного числа инвестиционных преференций, а не только из-за падения цены на сырую нефть. Республиканские ненефтяные налоги с предприятий выросли на 41%. При этом большой скачок произошел от роста платежей именно малого бизнеса. В структуре общих сборов ненефтяного сектора с юридических лиц малые предприятия достигли доли в 42%, а средний бизнес истончился до 16%. Крупный бизнес сравнялся с малым по объему платежей, но отнюдь не по доходам. Кусок пирога от ВВП страны у крупного бизнеса сохранился свыше 50%, но налогов они стали платить гораздо меньше. Местные налоги выросли на 16%, в основном за счет роста принудительного взыскания. Штрафы составляют ровно половину от всех прямых платежей физических лиц, хотя лишь 3 года назад они не превышали 30%. Из чего состоят наши налоги? Наши налоги, как я уже говорила, состоят из налогов на собственность. Это может быть движимое и недвижимое имущество. Я не удивлюсь, если каждый из вас получал в этом году достаточно большое количество уведомлений о неуплате транспортного налога на авто, которое по какой-то совершенно удивительной случайности не было снято вовремя с учета с вашей фамилии. И были арестованы не только ваши счета, но и также все имущество. Многие даже не смогли получить свои пенсии. В
каждой 1000 тенге, которую мы платим за оплату имущественного налога, транспортного налога, удивительным образом в этом году прибавилось 250 тенге для оплаты частным судебным исполнителям. Каким образом они попали в систему фискальных взысканий, непонятно. Но тем не менее, давайте подумаем, что кроется в этих 250 тенге. Если, предположим, что около 300 миллиардов тенге по всей стране в целом составляют только штрафы, пени и иные виды взысканий в государственный бюджет, то 25% от них это уже 75 миллиардов тенге или почти 200 миллионов долларов США. Вот именно тот размер теневого бизнеса, который на сегодня у нас составляет микрокредитование и ломбардные сделки, в том числе автоломбарды. Так вот, давайте посмотрим, если даже каждый ломбард мы рассмотрим в качестве акционеров, мы увидим конечными бенефициарами, я уверена, почти в каждом из них чиновников средней руки, которые находятся в правоохранительных и фискальных органах. Индивидуальный подоходный налог оплачивается со всех доходов физического лица и также индивидуальных предпринимателей. Корпоративный подоходный налог оплачивается с прибыли предприятий. Так вот, ИПН составляет 10% от всех доходов, но вот КПН составляет 20% от чистой прибыли. Так вот, сколько с каждой 1000 тенге, заработанной нами как наемным сотрудникам или фрилансерам, мы в действительности платим налоги, как рядовые граждане? Давайте разберемся. С каждой 1000 тенге мы платим, итого, индивидуальный подоходный налог 100 тенге. Мы платим социальное страхование 25 тенге. Мы теперь будем платить с 1 января 2019 года специальное медицинское страхование, фонд обязательного медицинского страхования, еще 25 тенге. А теперь подумаем, а сколько мы платим собственности на недвижимость. В среднем мы платим 10 тенге из этой суммы. Также мы платим почти 55 тенге с транспорта. Это дом и это машинка. Так, более того, мы еще с каждой дополнительно 1000 тенге дохода платим итого все вместе 315 тенге. Это прямое налогообложение. Помимо этого, мы платим дополнительно 70 тенге штрафов и пений. Также мы платим плюс 25 тенге судебным исполнителям. Вот мы с вами и выяснили, что с каждой 1000 тенге, которую нам удалось заработать, 410 тенге мы платим различные налоги, пенсионные отчисления, штрафы, пени, взыскания и даже за судебных исполнителей. Сколько же нам остается на жизнь? На самом деле не так уж и много, всего лишь 590 тенге. А теперь давайте подумаем, действительно ли весь наш коэффициент налоговой нагрузки составляет лишь 41%, как мы сейчас это выяснили. Если мы посмотрим на структуру нашего валового внутреннего дохода всей страны, мы увидим, что на 80% ВВП состоит только из внутреннего рынка потребления товаров и услуг. Кто эти товары и услуги потребляет? Мы, я, вы, каждый из нас. Если мы теперь будем, как наши российские коллеги, считать стоимость всех акцизов, стоимость всех, без исключения НДС, которые входят в конечную стоимость потребленных товаров и услуг, мы увидим, что вот эта цифра не окончательная, она может быть выше. Для того, чтобы понять, а сколько же платят квазигосударственные структуры и крупные предприятия, мы используем очень простой метод анализа. Мы сопоставим финансовую отчетность, аудированную у крупных корпораций и хранящуюся в депозитарии финансовой отчетности на сайте dfo.kz, а также фактические суммы оплаченных всех налогов, которые доступны на простом сайте Комитета госдоходов Министерства финансов РК. Выборочная проверка по этой методике квазигосударственных структур, таких как крупные национальные холдинги и институции развития, показала нам, что их коэффициент налоговой нагрузки составляет лишь 2,5%. Что это означает? Значит, с каждой 1000 тенге своего годового оборота они платят лишь
25 тенге налогов. А что происходит с крупными частными олигополиями, которых насчитывается не более 5, в основном в добывающем секторе экономики? Когда мы смотрим на их составляющую за 5 лет, мы видим, что когда-то, 5 лет назад, они платили 140 тенге с каждой 1000 своего оборота, а сегодня они не платят вовсе. Наоборот, мы платим им, как массовый налогоплательщик, 7 тенге с каждой 1000, которую они заработали. Теперь вы понимаете, что с каждой 1000 оборотов этих крупных олигополий мы просто доплачиваем на бедность по 70 тенге, как массовый плательщик, для того, чтобы участники глянцевого списка Forbes ежегодно прибавляли в весе по $1 миллиарду США личного состояния. А теперь посмотрим, сколько же мы, как массовый налогоплательщик, и сколько нас в данном случае кормят их. Это 18 миллионов человек. Из этих 18 миллионов человек 10,5 миллионов человек являются рабочей силой. Это та самая рабочая сила, которая каждый год зарабатывает кто много, кто мало, кто постоянно, а кто нестабильно. И из них почти половина на сегодня считается самозанятыми. Так вот, нас, массовых налогоплательщиков, 10,5 миллионов человек как физических лиц. Также почти 250 тысяч предприятий малого и среднего бизнеса. Сколько предприятий квазигосударственного сектора находится на этом рынке и платят? Лишь 25 тысяч. Это квазигоссектор. Сколько предприятий, которым мы на бедность доплачиваем, чтобы они не выпадали из списка Forbes? 5-10 компаний. Вот мы и выяснили, что на самом деле ни народ, ни малый и средний бизнес, как массовые плательщики, не имеют никакой доли от той самой нефтяной ренты. Так чьи же интересы должно защищать государство, как основного налогоплательщика? Олигархов, квазигосударственного сектора или все-таки народа и малого и среднего бизнеса? Давайте подумаем, зачем все эти годы в нашей экономической модели превалировало лоббирование и защита интересов олигополий? Зачем за все эти годы государство раздуло квазигосударственный сектор, свое присутствие в экономике страны до 60%? Скажите, пожалуйста, в чем смысл существования этого квазигоссектора, который на сегодня неэффективен, он не приносит ни налогов в казну, ни основных доходов в качестве управления активами государства? Зачем они нужны? Скажите, пожалуйста. И теперь я хотела бы спросить еще. Если мы не имеем никакой доли в этой нефтяной ренте, если наша страна на сегодня формирует основную собираемость налогов с ненефтяного сектора, скажите, пожалуйста, как это могло случиться, что наш бюджет настолько сильно привязан к стоимости за баррель нефти? Это те вопросы, на которые мы ответим уже в следующем выпуске о госбюджете.